что вы думаете о национальной идее? Все это бессенсовная справа. Тогда вот появляется поле для разговора. Обсуждения в пабе не очень влияли на решение короля. Должны быть открытые дебаты в парламенте, должна работать пресса. Мова, культура, традиции. Вот это важно? Есть вещи, от которых мы не можем избавиться. Ты что-нибудь понял? Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», які, як звычайна, вядзем мы Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў. І працягваем фармуляваць, шукаць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю з дапамогай выбітных гасцей нашай студыі. Сёння ў нас у гасцях кіраўнік праграм публічнай гісторыі Еўрапейскага каледжа Liberal Art Беларусь Алексей Браточкин. Добрый день, Алексей. Здравствуйте. Алексей, можна я так адразу з месца ў кар'ер? Я звычайна так з нашых гасцей так паступова да тэмы вывожу, але вот з вами хочу так з месца ў кар'ер. Там мы записываем цягам дня некалькі праграм, і вот падчас запісу уже некалькі чалавек нам сказали буквально такую фразу, што, маўляў, няма чаго займацца глупствам і шукаць нейкую нацыянальную ідэю. Усё это бессэнсоўная справа. Вот для вас асабіста, вот як вы лічыце, ўсё ж таки нацыянальная ідэя патрэбна? Вот трэба нам паспрабаваць яе адшукаць? У меня сейчас будет, наверное, не очень долгий ответ, а может быть и долгий, но я бы его разделил на две части. Во второй части я постараюсь ответить на ваш вопрос, как я это вижу, да. А в первой как раз вот хотел бы выхватить из вашего вопроса слово «личное», да, как я лично считаю. Вот мне кажется, очень важно, чтобы все, кто выступают и говорили бы не от имени какого-то абстрактного сообщества, а говорили бы от своего имени. Ну и, соответственно, имея какой-то определенный бэкграунд, какую-то там социальную позицию и так далее и тому подобное. И вот я хочу о своем бэкграунде сказать, да, то есть о том, как я себя рассматриваю. Да. То есть родился в 1974 году. Это был период, который называется поздний социализм. Да. Родился я в еврейской белорусской семье. При этом мама моя, которая была еврейка, она была из детского дома, и, соответственно, она была таким очень советским человеком, да, то есть какого-то этнического, религиозного воспитания у нее не было. Отец был белорусом, ну, как бы достаточно рано умер, поэтому тоже каких-то таких специфических культурных моментов не было. И потом, когда я, соответственно, отучился в школе, поступил на исторический факультет Белорусского государственного университета в 1991 году, как раз когда рухнул Советский Союз, я очень много для себя открыл. В целом, ну, конечно, не именно в 1991 году, да, а еще раньше. Ну, и начал думать о том, что такое быть евреем, что такое быть белорусом, да, и так далее. И пришел к выводу, что как-то все эти вопросы меня немножко напрягают, да, в том смысле, что я хочу по возможности учитывать это все, весь этот бэкграунд, да, но не становиться его заложником, да, то есть не быть частью каких-то очень определенных жестких категорий, да. Ну и понятно, что эта моя позиция и сохраняется до сих пор, и я думаю, она даже укрепилась. И поэтому, когда мне задают вопросы, что такое национальная идея, да, то есть пусть надо помнить о том, кто я такой, да. Я не знаю, за кого мне отвечать, да, за, так сказать, за период позднего социализма, в котором я рос, да, за период нашей короткой демократии 91-94, за свое еврейское происхождение или за белорусское происхождение или еще за какое-то. Поэтому для меня, вот ко второй части, если переходить рассуждений, я бы вспомнил еще одно понятие, которое все мусолят изо всех сил, это понятие идентичности. И хотел бы напомнить вот очень важное развлечение, которое ввел один исследователь по имени Брубейкер. Он говорил о том, что понятие идентичности используют как такое понятие политической практики, как то, чем манипулируют различные акторы политические и так далее.
и его также используют как категорию аналитическую. И вот если вы мне говорите, да, что вы думаете о национальной идее, да, то, конечно, я бы это развлечение применил и к этому понятию. То есть, с моей точки зрения, национальная идея, если это говорить о ней как о категории политической практики, то, конечно, в Беларуси достаточное количество политических деятелей, интеллектуалов, обычных людей, которые манипулируют этим понятием, да, в различных смыслах. Ну, в слово манипуляция я даже не вкладываю какой-то особый там специфический смысл, просто используют, инструментализируют это понятие, пытаются наполнить его каким-то содержанием и так далее для того, чтобы получить какой-то символический капитал или подчеркнуть какой-то свой статус, да, или еще что-то в этом роде сделать, да. А если рассматривать понятие национальная идея с точки зрения, ну, как аналитическую такую категорию, как то, на что можно посмотреть, немножко дистанцироваться и со стороны, то я, наверное, рассматриваю это в категориях тех идей, которые есть в определенном сообществе. И эти идеи, ну, вот если убрать просто вот понятие нации, да, а просто ввести понятие сообщества, да, и пытаться пользоваться этим понятием, соответственно, есть какое-то сообщество, есть границы, есть определенная история, и вот в рамках этих границ, в рамках этой наличной ситуации, да, которая есть, потому что, опять же, еще возникает вопрос, насколько история, прошлое влияет на то, что сегодня, да, вот этот вот континуитет прошлого, насколько он влияет на сегодняшний день, то что получается, да, что вот есть сообщество, в котором есть определенное наследие прошлого, да, оно так или иначе как-то рассматривается. И нам нужно сегодня выстраивать как-то свою жизнь всем вместе, да. Сообщество неоднородное. Оно, конечно, оно неоднородное не до бесконечности, да, то есть можно выделить, наверное, какие-то социальные группы, какие-то страты, да, сейчас не очень любят говорить слово «класс», но класс можно использовать в каком-то таком немарксистском смысле, да. То есть если разделить сообщество на какие-то группы и так далее, то мы увидим, что есть просто набор идей, которые в этих группах есть, и есть какие-то идеи, по которым есть, может быть, общественный консенсус или по которым их нет. И какие-то идеи. Эти идеи могут касаться того, каким в политическом смысле должно быть наше сообщество. Да? То есть, что это такое? Там, может ли это быть демократия, да? Или это должна быть авторитарный режим? Да? Если говорить там о каких-то других вещах, то речь идет об экономике, да, в спектре от такого либертарианского взгляда и минимальной роли государства до наследия там представление о плановой экономике и доминирующей роли государства в таком государственном дирижизме, да, в рамках страны. Если говорить о культуре, опять же, речь идет о том, как решать проблему с наличием двуязычия, да, какую культурную политику проводить, как учитывать все факторы, чтобы там, допустим, не было дискриминации, и чтобы это разнообразие было как-то гарантировано, и что с ним делать, да. Если говорить там в каких-то еще сферах, о чем мы говорим, насколько, например, наше сообщество там гендерно чувствительно, да, или еще какие-то вопросы. В общем, это масса вопросов, которые вот функционируют в данном сообществе, и если мы применяем вот это понятие национальной как бы идеи, да, убрав слово национальный и применяя идеи, которые есть в данном сообществе, если мы применяем с такой, может быть, с точки зрения такого аналитического более подхода, тогда вот появляется поле для разговора. А другое дело, если мы говорим о каких-то политиках или каких-то группах, которые используют слова национальная идея как категорию политической практики, пытаются что-то добиться, да, от сообщества, предложить какое-то определенное видение, да, того, что происходит. Это уже другой разговор. Ты что-нибудь понял? Главное, я знаю, что я хотел сказать. Да. Ну и слава тебе, Господи. Да, ну и да, я тоже так считаю. Ну вот, до речі, професор Юлія Чернявская таксама казала про тое, што на яе думку ёсць як мінімум 5 ці 6 нацыянальных ідэй, якія адначасова існуюць у Беларусі, і вот нейкія там пэўныя групы ці плыні, і вот у кожнай свая нацыянальная ідэя, і вот яны как бы дзейнічаюць
у адпаведнасці з гэтым. Тым не менш, дарэчы, а вот Алена Анісім сапраўды сказала, што нацыянальную ідэю павінны сфармуляваць палітыкі, а потым ужо ў масы неяк правесці. Тым не менш, на ваш погляд, вот калі мы гаворым пра нейкую тэрыторыю, на якой жыве зараз беларускі народ, вот пра Беларусі, усе мы хочам пабудаваць нейкую там квітнеючую заможную краіну, Беларусь. Павінна быць ўсё ж такі нейкая такая агульная ідэя, якая прывядзе нас вот до гэтай вот заможной квітнеючай Беларусі? Ну, во-первых, ситуация же часто все время меняется, правильно? И, например, кто знал там, допустим, когда распадался Советский Союз, что будет сегодня в 2018 году? Да, то есть в момент распада были одни представления о том, каким должно быть сообщество. И если мы этим представлениям бы в то время придали вот этот сакральный статус национальной идеи, да, то есть такой прям, что это что-то такое, что неизменная какая-то телеологическая цель, да, то есть то, что некая задача перед нами, может быть, даже не нами поставлена, может, там, Господом Богом, то, соответственно, не знаю, как бы дальше сложилась там история, да. Я считаю, что, как я уже сказал, есть определенный набор идей. Очень мало социологии, да, социологических данных, благодаря которым мы могли бы сказать, какие именно идеи существуют у нас, да, в белорусском обществе. Есть ряд исследований, например, исследования политолога Андрея Казакевича, который, анализируя определенный большой блок текстов, разных текстов 80-х, 90-х, показал несколько моделей представления о нации, которые существуют среди тех, кто создавал эти тексты. Условно говоря, в каком-то определенном интеллектуальном поле. Я сейчас прямо вот не воспроизведу, конечно, все названия, но о чем он говорил, что одна из моделей – это отсылка к вот этой белорусской советской нации, например, да, к определенному представлению о том, каким было сообщество вот в эпоху, так сказать, акме советского, да, при позднем социализме. У кого-то это этнокультурная, кто-то сторонник этнокультурной концепции, да, когда есть доминирующая культурная группа белорусы, соответственно, язык должен быть только белорусский, история должна определенным образом трактоваться и так далее. Есть более либеральные версии вот этого представления о том, что есть сообщество в Беларуси. Поэтому тут большой набор. Конечно, я считаю, да, что в обществе при условии наличия политики должен быть определенный набор каких-то идей, вот как я уже сказал, таких рамочных идей, да, о том, что, например, мы за демократию, да, или мы, например, там за рынок, или мы там еще за что-то, да. Вот этот набор, рамочный набор идей, он должен обсуждаться в публичном пространстве, да. Должны быть открытые дебаты в парламенте, должна работать пресса, да. И тогда, действительно, я считаю, что если вот такие вот, такой набор рамочных идей будет, и будет какой-то консенсус в обществе, конечно, будет какая-то динамика наблюдаться более качественно, чем есть сегодня. Потому что сегодня белорусское общество достаточно расколото, в том числе в спорах о том, какое возможно будущее. Да? Для одних это будущее сегодня выражается в дискурсе таком, очень похожем на то, что сейчас в Эстонии развивается, что мы это стартап нейшн, да, то есть это нация с IT-сектором, она войдет в будущее, мы не помним о всех травмах и проблемах, которые есть, мы просто вот сейчас делаем такой технологический рывок, да. А для кого-то это скорее такой травматический рассказ о прошлом, о том, что вот мы очень много страдали, например, в истории 20 века, да, и мы до сих пор ничего не можем с этим сделать. Мы находились в таком, колониальном, может быть, состоянии, да, и так далее. И это еще одна версия. Да, и сегодня вот идет конкуренция, мне кажется, в разных сообществах вот этих рамочных идей, да. То есть вот каким может быть общество. Но нет, к сожалению, политики. Да? То есть нет вот пространства, где эти идеи могли бы быть проявлены полностью, да, многие могли бы быть с ними знакомы, все это могло бы обсуждаться и так далее.
А вот социальные сети, Facebook, Ну, если на белорусский Facebook, когда заходишь, там регулярно сторонники Startup Nation и сторонники такого вот старого... Литвины. Да, литвины, они регулярно сходятся друг с другом в комментариях, ни в чем себе не отказывают в плане риторики. И, в общем, ты можешь посмотреть, в общем, да, парламент. Ну, он здесь в Беларуси условный, пресса условная, но есть это вот электронные всевозможные средства связи, современные и ультрасовременные. И вот там все это обсуждение, оно сейчас проходит. Ну, я могу согласиться только с тезисом о том, что обсуждение проходит. Но мы, во-первых, должны помнить о том, что, ну, вот если сравнивать то, как развивались вот такие онлайн-платформы, типа там живого журнала или Фейсбука, да, то, например, даже понятно, что в ряде стран Facebook не играет такую роль публичной сферы, да. В каком смысле? То есть какие-то вопросы там публично обсуждаются меньше, чем, например, частная жизнь. То же самое было с феноменом живого журнала, да, то есть он, когда он появился, он выполнял функцию таких личных дневников, блогов, но в постсоветском пространстве он приобрел функцию именно такой публичной сферы. И я считаю, что социальные сети в Беларуси – это такая квазипубличная сфера, да, то есть это похоже, конечно, на какие-то каналы, скажем так, артикуляции различных голосов, но если, например, посмотреть какие-то исследования, связанные с функционированием интернета в Беларуси, то при очень большой вовлеченности людей, я имею в виду, ну, почти все пользуются, да. Вопрос в том, какая часть общества именно сидит в Фейсбуке и обсуждает политические аспекты, а какая часть, например, транслирует свой быт, да, и просто... Да-да-да, то есть тут это такой очень большой вопрос, на что влияет Facebook. И, конечно, можно вспомнить, ну, вот прямо сейчас вот прям пытаюсь вспомнить, да, вот какие-то такие моменты, когда буря в социальных сетях или какой-то скандал мог бы повлиять на государственную политику в целом. Этот скандал может повлиять на, может быть, политику отдельных компаний, которые сегодня в Беларуси пытаются выстраивать свою репутацию, и эта репутация зависит от того, что происходит в социальных сетях, да? Но если говорить о том, могут ли социальные сети в Беларуси, например, повлиять, или обсуждение в социальных сетях повлиять на принятие решений на государственном уровне. Вот это интересный вопрос. Я не знаю ответ на этот вопрос, но, может быть, вы можете вспомнить такие случаи, когда это действительно происходило. Слушайте, может быть, скорее всего, нет. Вот, но вот у меня сейчас в голове картинка из вот Майкла Манна, его большого этого 4-томника о становлении национальных государств, и он очень так колоритно и красиво описывает, каким образом обсуждались новые идеи, допустим, в Англии, да, где-нибудь в Манчестере. Как это происходило? Человек приходил в паб, в пабе лежала газета, да, денег не хватало не у всех на газету, поэтому газету покупал кто-то один. Да, он покупал пинту пива, садился, и эту газету читали в голос для всех, да, и, соответственно, пока ее читали, от первой строчки до последней, потом происходило обсуждение, иногда переходящее в мордобитие. Чем это отличается от сражений по поводу истины под постами в современном Фейсбуке, ВКонтакте, в живом журнале, может быть, где-нибудь на Ютубе, в современной Беларуси, как мне кажется, я не вижу. Ну, это вы, конечно, очень задушевно все рассказали, но я вижу разницу. Она заключается в охвате аудитории. То, что происходило в баре, это как бы одно. У Майкла Манна там есть цифра о том, что, в общем, один бар – это 50 читателей. 50-70 читателей. Количество лайков среднее вот под белорусским каким-нибудь околополитическим постом тоже в районе 100. Ну, давайте мы вернемся к тому, о чем мы говорим, да, в данном случае. Смотрите. Не-не-не, подождите. Подождите, не перебивайте. Я уточню. Да, разумеется, социальные сети не влияют на то, каким образом принимаются решения здесь сейчас в Беларуси. Как обсуждения в пабе не очень влияли на решение короля. Да, и я так понимаю, до сих пор не очень влияют. Но вот в этих обсуждениях и рождается, в общем, общее мнение, согласие или несогласие. Люди знакомятся с противоположной точкой зрения, они ее обсуждают, в меру своей культуры, конечно. Вот. И вот это и есть развитие. Да?
Наверное, да. Но я бы хотел сказать, то есть о чем мы в более широком смысле говорим, мы говорим об инфраструктуре публичной сферы. Да. То есть, что она из себя представляет в Беларуси. И тут возникает вопрос, да, то есть, вот как функционируют все вот эти вот вещи. То, что вы говорили о пабах, кафе, это очень важная часть такой западной культуры, условно говоря, потому что можно вспомнить знаменитую книжку Ольденбурга о третьем месте. Да? То есть публичность началась тогда, когда кроме работы и дома появились те места, куда можно было пойти и действительно что-то обсудить. Да? Речь идет о кафе, именно о кафе. Да. В том числе. Поэтому, конечно, сегодня, если говорить о Фейсбуке, если говорить о каких-то кафе там, или еще о чем-то, конечно, в Беларуси нужно, чтобы складывалась постепенно вот эта инфраструктура публичности. Сегодня то, как идет этот процесс, это, конечно, очень такая специфическая вещь, потому что, ну да, с одной стороны, есть Facebook и там, не знаю, Twitter, Instagram, ВКонтакте и так далее. С другой стороны, опять же, пределы влияния социальных сетей уже давно обсуждаются на общество, да, потому что есть, вы знаете, да, понятие коллективизма так называемого. Да. Социальные сети, они провоцируют так называемый слабый тип социальных связей. И люди, которые там сидят, они часто имитируют политическую или какую-то активность. И если мы возвращаемся вот к национальной идее, к тому, что есть какие-то идеи, которые там, на которые надо реагировать или как-то обсуждать, то, конечно, люди могут просто поставить лайк, и это никак не обеспечит, не знаю, распространение этой идеи, да, или ее там осмысление, да, в рамках каких-то сообществ. Поэтому для того, чтобы иметь какие-то идеи, нужно все-таки, да, чтобы вот сложилась инфраструктура публичной сферы в Беларуси. Я тогда еще один раз не соглашусь, и вот потом будет не соглашаться Змитер. Вот концерт на 25 совика, который там было 35 тысяч человек, я такую цифру слышал. Кто-то говорил больше, но я не увидел больше, скорее всего, там, в районе 30-35 тысяч. И мне было интересно, что эти люди все пришли, они пришли со знаменами, они подпевали, да, они пришли, были задержания, когда люди подходили к этой площади, были задержания после того, как люди выходили из этой площади, да, и тем не менее люди пришли. Да, вот, и все они общались друг с другом, в принципе, на одном языке. Я прекрасно понимаю, что вживую, да, живьем, они друг с другом не общались. Не было паба, не было кафе, не было, я не знаю, какой-то там спортивной площадки, где бы они могли посадить, поговорить. Да, все, они здесь находятся, потому что они уже договорились здесь находиться в электронных средствах связи. Да, и, в общем, да, они ставили лайки, но как только появилась возможность, 25 совика 35 тысяч человек вышло. Да, и это при всех ограничениях, которые были наложены на этот концерт. Да, вот вам результат. Да, вот вы просто я просто ходил... Это по поводу чего возражение было, я хотел уточнить. По поводу того, что вы говорите о том, что общение в социальных сетях и обсуждение политических тем в социальных сетях, оно провоцирует слабые... Не то, что провоцирует, то есть это накладывается на тот тип социальных связей, которые есть в сетях. Да, то есть... И опять же, смотрите, допустим, если мы приходим на концерт, и наша безопасность там все-таки более гарантирована, чем в обычное время, и все понимают, что это, например, концерт, а не какая-то протестная демонстрация, которая проводится от имени незарегистрированной организации в неразрешенном месте, это немножко другой вопрос. Понимаете, да. Но я на самом деле с вами совершенно не спорю. Я просто хочу сказать, что я бы хотел. Есть, а я не хочу. Да. Я просто хочу сказать, что есть определенные ограничения того, как публичность может быть реализована в социальных сетях в Беларуси. Все, я думаю, на этом мы точку поставим в этом тезисе и, возможно, перейдем к другим вопросам. Хорошо? Да, давайте тогда протягнем. Я зачаплюся за ваши словы про то, что у пэўных, ну, назовем это все ж таки класаў, там, ці груп людзей ёсць свае ідэі, якія яны абмяркоўваюць, якімі хочуць кіравацца, там, адныя, там, можа быць, дэмакратыя, не дэмакратыя, другія, там, рынок, не рынок, трэцяе яшчэ нешта. Тым не менш, вот асобныя нашы таксама госці, да прыкладу, той же самый Олег Хоменко сцвярджае, што агульная нацыянальная ідэя, яна ёсць, яна вось вітае ў паветры, і яна гучыць прыблізна так: жыве Беларусь, жыве вечна.
І вось гэтае пра тое, што мара пра тое, каб Беларусь просто жыла і працягвала жыць у вечнасці, яна ёсць, там хто-то большасць прымае, можа хто-то не прымае, але ведаюць пра гэта усе жыхары вот Беларусі. Сапраўды, вот тут как бы два пытання. На ваш погляд, все ж таки, ці ёсць нейкая такая агульна аб'ядноўваючая ідэя, не ідэя, там по-рознаму можна її назваць, там можа быць это слоган такі нацыянальны, і ці можна ім кіравацца, ці вот можа ён быць прыняты? Ну, как любой лозунг, это вот то, о чем я говорил, да, это относится к категории политической практики. То есть это то, что обозначает все и одновременно ничего. Часто. И, например, это очень интересный вопрос вы задали, который касается того, например, вот если немножко попытаться вот эту идею «Живи Беларусь», ну, как-то структурировать, понять, о чем именно идет речь, когда люди используют этот лозунг, да, то было бы любопытно провести социологическое исследование и узнать, как в современной Беларуси, например, относятся к своему суверенитету. В условиях, конечно, глобализации и разрушения вот этих вот границ национальных государств, что люди думают о суверенитете в целом, о независимости? Потому что последние опросы, которые были интересны, были связаны с проблемой аннексии Крыма России, и эти опросы проводил Независимый институт социальных и политических исследований Манаева, и там были такие очень амбивалентные цифры, двойственные. С одной стороны, там задавался вопрос, считаете ли вы, что вот, например, Россия забрала Крым и тем самым реализовала какую-то свою историческую задачу, то есть это была ее, условно там говоря, земля. Порядка 60% белорусов с этим согласились с тезисом. Но когда в этом же опросе задавался вопрос, хотели бы, может быть, чтобы что-то подобное произошло у нас, уже не согласились. То есть, понимаете, сейчас, как бы, если говорить вот о лозунге «Живи Беларусь», то было бы интересно понять, действительно, как многие в стране относятся к проблеме суверенитета и к проблеме дальнейших перспектив Беларуси. И является ли этот лозунг, например, изоляционистским, да, то есть вот «Живи Беларусь», но мы ни с кем там как бы не хотим коммуницировать, просто вот хотим, чтобы нас там, условно говоря, не трогали, да, или он является таким более лозунгом открытым, то есть, с одной стороны, мы признаем себя сами, да, то есть мы заявляем о самих себе, но не выставляем границ также и для других, да, которые там за пределами страны, для коммуникации и так далее. Ну, вот, то есть сам этот лозунг, он очень хороший лозунг, он работающий, да, потому что с 90-х годов я постоянно слышу этот лозунг, как и вы. Но тут же вопрос в том, какой смысл в него все вкладывают, когда его произносит. Ну, тут, может быть, самое главное было как бы протяг, тот, про который сказал Олег Хоменко, там, «Живе Беларусь», вот, ну, да, мы чуем, а протяг, он скажет, главное, «Живе вечно». Вот, про то, как вот Беларусь протягивалась в веках. И мне, до речи... Ну, подождите, это же что-то экзистенциальное. Это что-то такое, что, типа, вот я смертен, а вот то сообщество, в котором я нахожусь, оно будет существовать вечно, и тем самым, как бы, я его частью являюсь. То есть это почти заявка на такое не только коллективное, но и такое индивидуальное бессмертие. Это то, как работает в том числе идеология национализма как таковая. Ну, это то же самое, як и вот, коли мы нараджаемся детей и таким чином как бы протягиваем жить у них. Да. Тому мне вельмі паказальны ў гэтым сэнсе, вот як вы кажаце, як ставяцца беларусы, вот выпадак, які быў, калі 8-гадовая там ці 7-гадовая дзяўчынка са Смаргоні прыехала на нейкі там конкурс да Максима Галкіна ў Москву, і ён там вот кажа, што вот девочка из Беларусі, і она кажа, из Беларусі, правильно. То есть вот людзі ўжо гэта усведамляюць, і з гэтай нагоды вот мне просто ваше меркаванне цікава, ваше асабістае, я звяртаю увагу. Такія вот каменьчыкі асобныя у агульным падмурку, як мова, культура, традыцыі. Вот гэта важна?
Ну, важно все то, что находит место в сообществе, и сообщество это признает. То есть я имею в виду, что сегодня ведь очень популярно, если вот говорить о традиции, да, вот этот вот дискурс традиционных ценностей. Что это такое, почему что-то должно быть в нашем сообществе из того, что, ну, как нам кажется, появилось когда-то, а на самом деле, возможно, совсем недавно. Или мы сейчас это придумали, да? То есть все это такие дискуссионные моменты. Конечно, есть вещи, от которых мы не можем избавиться. Ну, и если даже вот... Ну, как, знаете, как в 90-е хотели избавиться от советской истории радикально, да, каким-то образом. Но получается, что от нее невозможно избавиться, да? Поэтому тут речь идет о том, что сообщество выбирает определенным образом, да, то есть вот все то, что было, существовало, там, язык и так далее, это то, по поводу чего мы все время, ну, как бы внутри сообщества ведем переговоры, и в принципе, это не то, что вот полностью определяет нашу жизнь, да, но тем не менее определяет. Поэтому что-то из этого прошлого, конечно, вот является частью нашей жизни сегодня, а что-то не является. Но я считаю, что если, например, часть людей хочет там определенную версию культуры или там еще что-то сохранять, ради бога, это разнообразие на самом деле только укрепляет сообщество. Ну, как мне кажется. То есть это показывает, что всегда есть какая-то вариативность, и что больше идей, из которых можно что-то выбирать. То есть хорошо было бы, если бы в Беларуси сразу было бы несколько вариантов в Беларуси. И они как-то они и так существуют, просто их пытаются все свести в один. Но поскольку это свести невозможно, то, конечно, в конечном итоге работают лозунги. И то же самое не только в Беларуси, то же самое везде. И проблема наша в том, что заключается, что эти лозунги надстраиваются над такой слабой конструкцией отсутствия политической жизни, там еще ряда проблем, да, потому что, например, когда мы говорим о странах, в которых, например, там работают демократические институты, да, то там эти лозунги, они имеют вот этот какой-то бэкграунд, да, который наполняет эти лозунги, ну, как бы таким материальным, что ли, содержанием, да. Ну, я не знаю, я просто сейчас уже не хочу в какой-то там впадать в какие-то речи, к которым я не готов, да, но я понимаю, что «Живе Беларусь» по-разному бы работал этот лозунг в разных условиях, скажем так, которые были бы здесь. Все ж таки так вот крыху падсумоўваючы, да. Такія на мяжы палітычных лозунгаў нацыянальныя ідэі існуюць, але вот такой агульна прынятай глыбіннай, якую прынялі б усёй душой усе беларусы, такой вот нацыянальнай ідэі не мае. На вот ёсць нейкія там ідэі асобныя, там колькі-то там штук, але вот такой вот глобальной, скажем так. Понятно, что все то, что существует, это не относится к области такого голого рационализма, да? То есть мы сейчас вот сконструируем какую-то Беларусь и, собственно, будем ее осуществлять. Все это замешано на множестве всяких эмоциональных состояний, веры во что-то, да, там и так далее. То есть такой сложный комплекс. Но я могу сказать, что для кого-то, да, национальная идея – это, возможно, вера во что-то, да. И даже если это вера в рынок, да, или в демократию, или там еще в какую-то Беларусь, это вера, да. Для кого-то это более такой рациональный конструкт с меньшим количеством эмоций. Вот. Но сегодня, как мне кажется, вот если подводить итог, я считаю, что очень трудно говорить о том, что в обществе есть консенсус по вот этим рамочным идеям о том, каким должно быть наше сообщество. А этот консенсус или хотя бы просто некое общее такое, попытки это все обсуждать появятся тогда, когда политическая жизнь восстановится. А, по-моему, консенсусом является сам факт того, что все все-таки говорят про Беларусь. Я думаю, да, но не все. Ну, в том смысле, что в обществе, я не знаю, там, есть же, например, такое явление, как западнорусизм. Да, то есть есть какая-то часть людей, которые раньше имели доступ, в том числе к телевидению белорусскому, да, вполне с вполне определенной
версии Беларуси такой специфической, да, то есть... Каилович. Я говорю не о том, что было там в конце 19-го, начале 20 веков, а о тех людях, которые там сегодня специфически предлагают какие-то специфические модели, например, отношений Беларуси и России, да, и так далее. То есть... На заканчэнне вы сказали, что сур'ёзна так абмяркоўваць ці выпрацоўваць нацыянальную ідэю варта ўжо тады, калі вот будзе наконец-то сапраўднае палітычнае жыццё ў краіне. Так все ж таки вот дарэмна ці не дарэмна вот мы тут збіраемся і про это говорим. Пакуль гэтага няма сапраўднае жыцця палітычнае. Ну, смотрите, вообще, как человек, как преподаватель могу сказать, что все нужно проговаривать. Потому что пока мы проговариваем, мы начинаем понимать, имеет ли это смысл, или в ходе разговора это окончательно обессмыслилось. Поэтому я считаю, что, конечно, нужно проговаривать, потому что, есть такое, знаете, вот выражение типа там «не готовы к переменам», да, там еще что-то. Вот, чтобы этих выражений было поменьше, наверное. Да, в обществе, конечно, все должно обсуждаться. Потому что это очень важно, и вопрос в том, что мы должны быть готовы к переменам. Да? Но тягом сегодняшней программы мы такую вот национальную идею не намацали. А вот у меня лично такой цели не было. Поговорить. Да. Дякую вялікі. На мой погляд, вельмі цікавая размова. Ну и самое прыемнае тое, что вот як выкладчык гаспадар Алексей сказаў, что ўсё ж таки недарэмна мы збіраемся і про это говорим. Алексей Братачкин, Максим Гарунов, Змитер Лукашук и подарунок нашему сённяшняму гостю от Еврорадио и крамы с национальным колоритом «Сымбаль Бай». Дякую вялікі, Алексей. Вам подарунок. Заходзьце до нас яшчэ. Ідэя X на Еврорадио.